стороны, высокая рождаемость – это хорошо, потому что людей становится больше, государство развивается, появляются новые перспективы, занятость, да, но с другой стороны, растущее население постепенно надо будет обеспечивать, начиная там с родильных домов, детских садов, школ, заканчивая другими всеми учреждениями, чтобы обеспечить работоспособность и низкий процент безработицы. С одной стороны, но вот, допустим, в Америке в прошлом веке, когда был у них пик бэби-бума, пошла большая рождаемость, через 50 лет все эти дети как раз-таки и дали высокий подъем количества людей с болезнью Альцгеймера, то есть со старческими заболеваниями. Вот. И всегда нужно обдумывать. Хорошо, вот сейчас мы получаем активную молодежь, работоспособное население, да, но пройдет 50 лет, а что будет потом? Вот об этом мы еще не думаем, я так понимаю. То есть если на сегодняшний день у нас количество детей примерно одинаково с количеством пожилых людей, чуть больше 4 миллионов и тех, и тех. И если детям у нас в стране есть более 25 тысяч детских садов, точную цифру не помню, но где-то так, то в отношении пожилых людей каких-то социальных учреждений практически нет. Есть определенные частные пансионаты, есть дома престарелых, которые остались еще с советских времен. И ну вот на сегодняшний день открываются центры активного долголетия, но по одному в каждом районе. Сколько у нас районов в Алматы? А пенсионеров у нас больше 200 тысяч человек. Куда они разбегутся? То есть всегда нужно просчитывать на несколько десятков вперед с анализом тех проблем, которые могут возникнуть в том или ином возрасте, потому что потребности у каждого возраста разные, и об этом тоже нужно думать. Пожилое население – это основной потребитель, допустим, медицинских услуг. То есть волей-неволей каждый пожилой человек уже после 60 лет имеет в среднем по статистике около 4 хронических заболеваний. Допустим, диабет, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония и проблемы с суставами. Классическая четверка. Плюс-минус еще какие-то варианты. Но этому же тоже нужно уделять время, а значит, нужно заставлять и учить молодых людей с самого раннего детства заботиться о своем здоровье. И если мы перенесем ответственность за свое здоровье на каждого человека, то и система здравоохранения в целом будет намного легче и продуктивнее работать. А так, конечно, если мы просто, условно говоря, высасывая силы с молодого населения, как с рабсилы, которые там платят налоги и поддерживает государство, да, получаем какую-то выгоду, но не думаем об их старости, что мы получим через 40-50 лет? Вот получим огромное население с проблемами здоровья как минимум. Но, наверное, нужно об этом говорить уже с измальства, то есть в школе учить не только общим предметам, да, а и говорить о том, что вот, жизнь человека такая-то, вы вообще планируете, а как вы видите себя в возрасте 70 лет? К чему бы вы хотели прийти в своей старости, например? Есть же определенные уроки, там, различное воспитание, то же самопознание, которое должно затрагивать эти вопросы. И если мы научимся планировать свою собственную жизнь, то мы уже не будем кого-то вокруг винить в том, что с нами происходит. Естественно, если родители напряжены из-за этой гонки, да, их дети тоже будут переживать, беспокоиться и будут более невротизированными. Любой невроз, естественно, подразумевает под собой присоединение каких-то хронических заболеваний. То есть, опять же, будет расти нагрузка на систему здравоохранения и так далее, и так далее. Если в семье у взрослых людей возникает вот это состояние хронического напряжения, эмоционального выгорания, они становятся более раздражительными, им тяжелее общаться, они меньше внимания уделяют не только себе, но и быту, и своим детям, а дети требуют очень большого количества внимания, да? Особенно если у них что-то не получается в жизни, в школе, с друзьями, то здесь, конечно, внимание родителей нужно намного больше. А как возможно оказать это внимание, если взрослый человек сам невротизирован, его все раздражает, он на ребенке будет только срываться. Когда мы начинаем сравнивать своих детей с другими детьми, то самый простой путь для ребенка, для его психики, это найти компанию детей, которые еще хуже, чем он сам. И на их фоне он будет выглядеть более-менее уверенным.
То есть замкнутый круг, порочный круг. Невротизированные родители растят невротизированных детей. В психиатрии есть такое понятие, да, если родители патос, патология, есть у них издержки там, личности, характера, в неврозе находятся, то дети уже будут нозес. Нозес – это уже конкретный диагноз. Но если пустить все это на самотек, если рождаемость населения, вот высокая рождаемость населения будет бесконтрольна, то есть люди будут рожать детей только для того, чтобы пополнить численность людей в стране, как-то это будет совсем непродуктивно, да? То есть дети будут уже искать максимальный способ существования, который не особо будет зависеть от государства, от правительства, там, от каких-то социальных вещей. Они будут просто выживать, как в джунглях, как в лесу. Естественно, по таким же своим законам, по законам джунглей. Значит, все эти процессы должны быть как-то управляемы со стороны государства, они должны оказывать многочисленную поддержку для того, чтобы люди с разных слоев населения, независимо от происхождения, уровня образования, всегда имели социальные лифты, всегда могли иметь возможность гордиться собой, самореализоваться, чего-то достичь, пусть небольшого, но тем не менее это будут достижения, за которые можно получить и неплохую материальную поддержку, и признание, и уверенность в себе.